Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о гибели 49-летнего мужчины в результате наезда грузовика на трассе М7. В магазин, видимо, пошел, я откуда знаю. И почему в этом месте пешеходы целенаправленно нарушают правила дорожного движения. Покажем последствия крупной аварии на проспекте Победы. В столкновении 4 автомобилей пострадали 2 человека. И о причинах возникновения огромной лужи крови у входа в магазин в поселке Дербышки. И странные танцы в обычном казанском подъезде. Издавал какие-то животные звуки, то есть это было очень жутко, очень жутко. Фильм ужасов наяву для жильцов казанской многоэтажки. Все это прямо сейчас. 49-летний мужчина погиб под колесами грузовика на трассе М7 у светофора при повороте в поселок Новониколаевский. За рулем находился 21-летний житель Арского района. На какой свет проехал водитель и другие обстоятельства наезда сейчас выясняют следователи. Впрочем, одна из главных проблем перекрестка очевидна. Светофор в этом месте есть, а пешеходного перехода нет. Для того, чтобы добраться, например, до магазина, людям приходится нарушать правила дорожного движения. В магазин, видимо, пошел, я откуда знаю. Брат погибшего мужчины рассказывает, родились и всю жизнь прожили в поселке Краснооктябрьский. Мы здесь родились все вместе. У нас была семья, и братишки, и племянники. Живут дружно большой семьей, всегда рады гостям. От знакомых и узнали страшные вести. Зачем именно пошел брат, мужчина не знает. Не видел, когда он вышел из дома. Я спал, когда он ушел. Я не знаю, ничего не могу сказать. Мужчину сбил грузовик, когда он переходил дорогу. Удар был такой сильный, что пострадавшего откинуло на несколько метров. И кабина автомобиля от удара об человека получила значительные повреждения. От полученных травм пешеход скончался на месте. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mitsubishi, парень 2003 года рождения, следуя со стороны города Москва, в направлении города Уфа, в пути следования совершил наезд на пешехода, мужчину 1975 года рождения. В результате наезда пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Окончательная степень виновности участников дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе проведения следственных мероприятий. Следует отметить, что пешеход при переходе проезжей части не имел при себе предметов со световозвращающими элементами. Поселок Краснооктябрьский расположен через дорогу от Новониколаевского. Трассу приходится переходить часто. Даже для того, чтобы сходить в магазин. Ближайший пешеходный переход расположен в 5 сотнях метров от поворота. Делать круг в километр мало кто хочет. К тому же тот переход нерегулируемый. Автомобили, даже если останавливаются на светофоре, успевают набрать приличную скорость. И не все считают этот переход безопасным. 1 октября рядом с ним грузовик сбил переходящую дорогу женщину. Водитель рассказал, что она выскочила перед ним из-за другой машины, и остановиться он не успел. Пострадавшую тогда госпитализировали в тяжелом состоянии. Ехал по левой полосе, вот 10 метров в сторону напротив вот этой DPS-ной машины, бегом побежала девушка. Все, справа машина, она из-за нее выбегает. Все, ничего я не успел сделать. Резкое торможение, насколько смог влево, удар. Больше нечего сказать. На перекрестке зебры нет, но автомобили останавливаются перед светофором. И переходить дорогу, хоть и вразрез правилам, там многим спокойнее. На какой свет и с какой скоростью двигалась машина. И в других обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются следователи. Лиана Бахтиева, Альбина Минаева, «Вызов 112». К слову, до 4 ноября в Казани проходит операция «Пешеход». Автоинспекторы уделяют повышенное внимание как водителям, которые не уступают дорогу пешим участникам движения, так и жителям столицы Татарстана, переходящим проезжую часть в неположенных местах, либо на запрещающий сигнал светофора. Всего с начала года в нашем городе произошло 334 ДТП с участием пешеходов. 11 человек погибли, в том числе 1 ребенок. И 338 пострадали, среди них 80 несовершеннолетних. 2 человека обратились за медицинской помощью в результате столкновения 4 автомобилей на проспекте Победы. Там BMW врезалась в Hyundai и Opel. Корейская иномарка после столкновения влетела в опору ЛЭ, после чего автомобиль отбросила обратно на проезжую часть. Пока водитель приходил в себя, разбитая машина зацепила еще и «Ладу Гранта». Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся. Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру Hyundai. Они получили различные ушибы. Госпитализация им не потребовалось.
Огромная лужа крови образовалась вечером перед входом в магазин на улице Главная в казанском поселке Дербышки. Несколькими минутами ранее в скорую помощь и полицию позвонили очевидцы и сообщили, что рядом с торговой точкой ножом ранили мужчину, и он истекает кровью. Пострадавшего госпитализировали. Последствия драки еще долгое время пугали покупателей и двух сотрудниц магазина. Стражи порядка выяснили, конфликт произошел в одной из квартир соседнего дома. К хозяину наведался его товарищ. Сидели, выпивали, и тут в дверь постучался сосед, тоже нетрезвый. По предварительным данным, он стал высказывать претензии по поводу излишнего шума. Далее за хозяина вступился его гость. Между мужчинами возник конфликт. Конфликт перерос в потасовку, в результате чего один из них получил ножевое ранение в районе лица. 38-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина 1974 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме как жутью, все происходящее в подъезде жители одного из домов на улице Читаева в Казани не называют. Несколько месяцев, подходя к дому, они будто попадают в фильм ужасов, где зомби нападают на людей. Физических столкновений удавалось избежать, иногда в прямом смысле слова. Но вот моральные травмы и материальный ущерб подъезду – дело вполне реальное. Положить конец происходящему помогла акция «Сообщи, где торгуют смертью». Издавал какие-то животные звуки. То есть это было очень жутко. Очень жутко. Жители подъезда рассказывают, жутко было даже подумать, с чем можно столкнуться, выходя из дома. К грязи и зловониям они почти привыкли, но к опасности для здоровья, а то и жизни, привыкнуть было сложно. Странные танцы, что запечатлела камера наблюдения, самое безобидное, что происходило в подъезде. Людей с измененным сознанием как магнит притягивала одна из квартир в их подъезде. После того, как там сменились жильцы, изменилась и жизнь всех соседей. Жилец этой квартиры. К нему стали приходить какие-то непонятные люди. Появились какие-то непонятные запахи. Запах ацетона. Люди приходили в измененном состоянии. Подъезд превратился в отхожее место. Несколько раз управляющая компания нам ремонтировала входную дверь, потому что она просто выбивалась. То, что запертая дверь для целеустремленных людей не преграда, видели и жители дома. Я захожу в подъезд, меня спрашивают, есть ли у вас там ключи попасть. Я говорю, у меня нет. Ну, раз нет, тогда я дверь выламываю. И прям при мне выламывают двери. Зафиксировала это и камера наблюдения в домофоне. Люди просто боялись и за себя, и за своих детей. Дети боялись зайти в подъезд, мы боялись их отпускать на улицу, либо встречали из школы. Моя мама боялась выйти в магазин, потому что неизвестно, что ждет за дверью. Так продолжалось до тех пор, пока жители дома не узнали о всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». И сообщили. Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управлением МВД России по городу Казани совместно с коллегами провел необходимую работу по установлению данных лиц и обеспечил жильцам спокойное проживание. В свою очередь казанцы поблагодарили сотрудников полиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Дальнейшей судьбой жителей злополучной квартиры, собирающей у себя странных личностей, жители дома больше не интересовались. Им было достаточно, что этот фильм ужасов для них закончился. Светлана Кадырова, «Вызов 112». И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.